Там маленький котенок был, я решила его покормить. Подходят две незнакомые мне девушки. И вот эта девушка с ребенком подруги своей говорит: бери пиво, пока это кормит котенка. Именно это, рассказывает девушка, и стало той искрой, из которой разгорелся конфликт. Говорит на видео, которое попало в сеть, момент словесного конфликта. Как только камера выключилась, началась драка. При этом утверждает, то, что рассказывают в социальных сетях пострадавшие и ее знакомые, даже наполовину не соответствует тому, что происходило в действительности. Барной драки не было. Она ногами пиналась. Я оттолкнул, она упала на асфальт. Что вот этот молодой человек, да, который здесь, он участвовал тоже в этом конфликте, якобы он там много ударов нанес, это с их слов правда, или это ваш молодой человек, я так понимаю? Это мой знакомый. Нет. Он участвовал? Нет. Он нас вот только в конце подошел, разнял, когда мы уже друг к другу вцепились, в один момент. Разнял он нас. Конфликт произошел возле магазина. Девушка рассказывает, было 2 часа ночи, и людей, о которых говорит пострадавшая, просто не было. Это подтвердила и продавец магазина. По ее словам, парень с девушкой, которых сейчас обвиняют в избиении, может, и были нетрезвые, но вели себя адекватно. Купили они действительно только корм для уличной кошки. Вы сами в тот момент как, трезвые были? Мое состояние было нормально, адекватно. То есть они обе? Вот за эту девушку прям конкретно... Которая с ребенком? Да. Она была в алкогольном опьянении. И это было для меня, я считаю, многие считают, что ненормально с ребенком в это время находиться на улице. Сейчас обе стороны конфликта написали друг на друга заявление. По словам обвиняемой, побои у нее тоже имеются. Молодой человек на камеру рассказывать ничего не захотел, но при этом сообщил, что девушку он не бил. А в итоге вы разошлись-то, как вообще? Они там еще оставались, мы ушли. Вот они потолкались, мы ушли. Они что там может быть дальше? Куда они пошли, потом это никто не знает. Ему удивительно, что побои пострадавшая сняла спустя сутки и надеется, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации. Алсу Ахмедянова, «Вызов 112».